Здравствуйте, меня зовут Мубаракова Назиба Кумаргазыевна. Я работаю фондохранителем Восточно-Казахстанского музея искусств. Сегодня мы с вами находимся в одном из 5 выставочных залов нашего музея, и я вкратце остановлюсь на его истории. Музей расположен на пересечении улицы Тахтарова и Карла Либкнехта. Но когда дом строился, эти улицы имели другое наименование, другое название. В те годы Усть-Каменогорск застраивался определенным образом. Улицы все были расположены вдоль реки Ульба, а все переулки вдоль реки Иртыш. Все улицы Усть-Каменогорска не пересекались, поэтому этот дом строился на пересечении улицы Троицкой и Базарного переулка. Базарный переулок сейчас носит название улицы Тахтарова, а Троицкая улица – улица Карла Либкнехта. В 1907 году дом начал строить купец-золотопромышленник Андрей Миновщиков. В 1914 году он достраивает еще одно крыло. В этом здании располагалось и его дом, и его контора. В советское время в этом здании долгие годы находилась областная типография номер 15, которая в 1958 году достраивает последнюю часть этого здания, достраивает здание до сегодняшних размеров, придав Г-образную форму. В 1995 году типография переезжает в новое здание, и Музею искусств передают здание купца Миновщикова. Открытие Восточно-Казахстанского музея искусств было в 1990 году. Основанием для формирования его фондовой коллекции послужили более 90 экспонатов из этнографического музея и 1000 экспонатов, которые любезно предоставила вдова очень известного художника Леонида Агейкина. Сегодня фондовая коллекция Восточно-Казахстанского музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов, которые включают в себя коллекции не только картин, живописи, графики и акварели, но еще и коллекции литературы, музыки, фото, скульптура, фарфор, музыкальные инструменты, детское творчество и декоративно-прикладное искусство. В 2020 году музею исполнится 30 лет. Особо хочется отметить то, что в последние 3 года, благодаря программе «Рухани Жангару», наш музей приобрел 59 экспонатов, в числе которых очень знаменитые фамилии. Это такие, как Абылхан Костеев, Евгений Сидоркин, Магауя Аманжолов, Бахтияр Табиев, Гульфарус Исмаилова, Сахир Аманов и многие другие. Также сотрудниками Музея искусств уже не первый год проводится обучение в школе экскурсоводов при Восточно-Казахстанском музее искусств. Школа экскурсоводов проводит свою работу в рамках реализации программы «Рухани Жангару» и обучает всех желающих приемам и навыкам музейной деятельности в качестве экскурсовода. Целью программы обучения в школе экскурсоводов является духовно-нравственное воспитание молодежи на основе приобщения к историческому прошлому родного края и всей страны, а также создание условий, способствующих привитию музейной культуры средствами экскурсионной работы. Перед преподавателями стоят задачи как воспитательные и образовательные, так и развивающие. Рассмотрим один компонент, как можно развить музейную культуру. Начнем с того, что музей, слово «музей» греческого происхождения, и означает оно «музеон» в переводе «храм муз». Мы все понимаем, что такое храм, но что такое муза? Все понимают по-разному. Муза – источник вдохновения. Так, например, в древнегреческой мифологии выдающиеся идеи давались свыше богами или музами. Согласно греческой мифологии, музы – это нимфы источников, 9 сестер, дочери Зевса и богини Мнемозины, богиня памяти и воспоминаний. Эти 9 сестер, их имена следующие: Урания, покровительница астрономии;
Каллиона – эпоса, Клио – истории, Мельпомена – трагедии, Талия – комедии, Полигимния – гимнов и пантомимы, Эрата – любовной поэзии, Терпсихора – танцев и хорового пения, Евтерпа – лирической поэзии и музыки. Музы являются спутниками Бога, покровителя искусств, Аполлона, и обитают на вершине горы Геликон. В новое время музами называют конкретных людей. Как правило, это женщины, подруги поэтов, композиторов, художников и так далее. Они вдохновляют их на творчество своей харизмой, своей аурой, дружеским отношением или эротичностью. Подробно можно остановиться на следующих конкретных муз. Муза Иоганна Вольфганга Гёте, Шарлотта Альбертина Эрнестина фон Штейн. Муза Агюста Родена, Камилла Клодель. Примерно в 1884 году Камилла Клодель начинает работать в мастерской Родена. Она становится для него источником вдохновения, его моделью, ученицей и любовницей. Она никогда официально не жила с Роденом, который не хотел обрывать свои отношения с Розой Бере. Муза знаменитого Пикассо была Дора Муар. Настоящее имя – Генриетта Теодора Маркович. Муар много фотографировала Пикассо. Под его влиянием она обратилась к живописи. Пикассо часто создавал изображения грустящей Муар. В его творчестве она навсегда осталась плачущей женщиной. У Ницше тоже была своя муза. Ее звали Лу Андреас Саломе или Лу Саломе. Ницше говорил, что она самая умная из всех встреченных им людей. У Сальвадора Дали тоже была муза. Ее звали Гала или Гала по-разному. А настоящее имя – Елена Ивановна или Дмитриевна Дьяконова. Она была музой и моделью Сальвадора Дали. У Владимира Маяковского музой была Лиля Юрьевна Брик, урожденная Лили Уриевна Каган. Она сыграла большую роль в жизни поэта. Ей, в частности, были посвящены поэмы «Проэта», «Флейта-позвоночник», стихотворение «Ко всему», «Лилечка» и многие другие произведения. И всем известная Йоко Оно Леннон, известная как Йоко Оно. Она муза, певица, деятель искусств, вдова Джона Леннона. Когда будущий экскурсовод, обучающийся в нашей школе экскурсоводов при Восточно-Казахстанском музее искусств, самостоятельно начинает познавать каждую музу в отдельности, то он понимает, что там, где живут музы, там озарение и волшебство. Так вот, музей – это храм всех волшебных преобразований, который может себе позволить воображение посетителей, если, конечно, экскурсовод сможет подвести экскурсантов к этому. На этом наше первое онлайн-занятие по школе экскурсоводов при Восточно-Казахстанском музее искусств заканчивается. Наши занятия будут продолжаться. Все, кто заинтересовался методикой проведения этой школы, всех приглашаем на наш сайт Восточно-Казахстанского музея искусств. До свидания.